Сижу тут в своей резиденции, расчувствовался немножко. И письма пришли, и подарки. Мне красный бак прислали. Такую пачку. Вот. Вот такую пачку. В общем, Деды Морозы кругом. А мальчик Кирилл прислал вот такой шарик, он его сам украсил, сам его сделал. Написано «Светлое в тумане», а светлое это озеро под Чебаркулем. А я там неподалеку в молодости из гранатомета так настрелял, что до сих пор в ушах звенит. Вот Дед Мороз и гранатомет, да. Вот так бывает, так бывает. Понимаете, мы можем в течение одной жизни сделать шаг от гранатомета к Деду Морозу, к подаркам, к новогоднему, радости к новогодней, к этим пожеланиям душевным. Вот смотрите, как велик человек вообще, как он велик. Вот под Новый год, перед новогодней ночью, сколько человек подыскивает в голове там слова, чтобы было обязательно здоровье, благополучие, он их все удачу и всем своим, и детишкам, и родителям, и своим друзьям, так сказать, и своим женам и супругам, так сказать. Все эти слова и пишут, и говорят, и друг другу желают. В душе каждого человека есть уголок, который мы наряжаем под Новый год прекрасными словами, самыми лучшими словами, словами добра, словами радости. И этот уголок своей души мы дарим другим людям, они дарят нам. Человек велик, вот в природе, наверное, только у человека, ведь животные, сами знаете, птицы с Новым годом друг друга не поздравляют. Великие люди, великие, у них такое задело, они рождены, человечество рождено совсем для другого, не для претензий соседям, не для угроз, там, не для того, чтобы стоять у двери с поленом и ударить этим поленом того, кто там что-то там скребется в нашу дверь. Так, не для этого человечество рождено, оно рождено для добра, рождено для света. Вот когда я, как Дед Мороз, говорил, и в этом году уже говорил, елочка, зажгись, ведь это желание, чтобы зажглось, заискрилось, стало больше света, разноцветного, яркими красками. Вот этого тоже ведь нет ни у кого, кроме как только у человека. Он рожден богами. Называйте это как хотите. Вселенским разумом, разумом всех вселенных, параллельных и непараллельных. Называйте это богами, называйте это светлым духом, называйте как угодно. Но это что-то великое, что нас породило и нас готовит, а мы упорно сопротивляемся. И даже лишаем иногда человека такого важного и такого нужного, и такого, без чего человека быть не может. Лишаем его свободы. За слова, за стремление к свету мы лишаем человека свободы. За стремлением к добру, за стремление принести людям радость. Убрать из головы людей вот этот страх чего-то. Решиться на то, чтобы на планете сказать всем, у кого оружие в руках, сказать всем: опустите оружие. Наша планета не хочет воевать. Все, кто живет на нашей планете, не хотят воевать. Они хотят мира, хотят вот этого предновогоднего ощущения, когда все желают друг другу радости и добра. Вот этого хочет наша планета, а не для того, не того, чтобы один другому, так сказать, грозил, злился и ругался. Включите гирлянду, посмотрите на солнце, посмотрите на звезды и луну, услышьте тишину и
зов в тишине, галактический зов, вселенский зов к людям, живущим на планете Земля. Люди, будьте счастливы, будьте радостны, не болейте. Пусть дети ваши растут, пусть родители ваши будут в благополучии, пусть все у вас будет хорошо, чтобы вы улыбались и стремились, чтобы и улыбка была и на лице ваших друзей и знакомых, ваших родных и тех, кого вы совсем не знаете, чтобы вся планета улыбнулась. Вот этот уголок души, где хранится вот это величие человечества, берегите его, не тушите свет. Александр Габушев только что прислал письмо мне и поздравил меня с Новым годом. А мы все вместе старались ему сделать пребывание в этой психиатрической больнице легче и радостней. Помните евангельское? Я был в темнице, и вы пришли ко мне. А мы пришли к нему. Он в темнице, мы пришли. Это евангельское, это божественно, это добро, это свет. Подарите его, прежде всего, своей душе. Не закрывайте его, не зашторивайте и не забивайте досками тот свет, который есть в каждой душе, в каждой вашей душе. Я тоже был в темнице, и ко мне пришла Оля, из Москвы приехала. Это была радость для всех, кто был рядом со мной. Сидельцы там были. Радость можно принести. Можно человека в темницу определить. Да, можно. Мы такие, мы можем. И в темницу кого-то, и еще хуже сделать. Но можем принести и радость. Так вот это надо делать. Вот это. Больше вам радость. Больше делания, творения, сотворения. Потому что когда мы творим радость, мы вместе с великим, светлым, истинным, для чего мы предназначены, занимаемся сотворчеством, великим сотворчеством, божественным, приносящим радость и свет. Больше света вам в новом году, больше света вам каждый день, больше света и радости в вашей душе, в глубине, чтобы она сияла. Света в душе вашей, радости и здоровья, конечно, здоровья. Будьте счастливы в новом 2022 году. Будьте.